По данным Радио Свободная Азия, Коммунистическая партия Китая продолжает политику по уничтожению мечетей в Восточном Туркестане. С 2016 года Пекин планомерно разрушает исторические мечети под предлогом реставрации и общественной безопасности. По последним данным, в районе Сунтак города Артуш были разрушены исторические мечети Азна-Пазар и Дастангам. Мечеть Тарас, которая построена недавно и не имеет купола, избежала участи первых. С 2016 года китайские власти снесли около 70% мечетей уйгурского региона. Игрок английского Арсенала Месут Озил заявил, что мир должен стать на защиту мусульман, подвергающимся гонениям Коммунистической партии Китая, так же, как он оказал поддержку темнокожим, выступив против расовой дискриминации. У нашего клуба немало темнокожих игроков и болельщиков. Я бы хотел, чтобы люди оказали поддержку и мусульманам уйгурского региона, потому что в Арсенале играют и мусульмане. И болельщиков мусульман у клуба тоже достаточно, сказал Месут. В прошлом году Озил выступал против молчания исламского мира по вопросу репрессивной политики Пекина в отношении уйгуров и других тюрков, отметив, что китайские власти сжигают Коран, закрывают мечети, убивают религиозных деятелей и принуждают мусульманок заключать браки с китайцами. В свою очередь, руководство клуба подчеркивало, что не желает вмешиваться в политику и политические взгляды Месута Озила. Администрация США отметила филиал Института Конфуция в США как зарубежную миссию Китая. Майк Помпео подчеркнул, что на протяжении 40 лет Пекин имеет свободный и открытый доступ к американскому обществу, но не предоставляет такой возможности иностранцам, приезжающим в Китай. Помпео отметил, что Китай использует открытость США для пропаганды и диверсий. Сегодня Государственный департамент США определил штаб-квартиру Института Конфуция в США как иностранную миссию Китая. Институты Конфуция финансируются Китаем и являются инструментом глобального влияния и пропаганды Коммунистической партии, заявил Помпео. Малайзия обратилась в ООН с протестом против претензий Китая на острова близ территориальных вод Малайзии в Южно-Китайском море. Выступая на заседании парламента, министр иностранных дел Малайзии Хишамуддин Хусейн сообщил, что в прошлом месяце Малайзия направила обращение в ООН, в котором подчеркиваются права Малайзии на континентальном шельфе в 200 морских милях от побережья Южно-Китайского моря. Отметив, что обращение является ответом на заявление Китая от 12 декабря 2019 года, министр сделал следующее заявление. Малайзия выступила против Китая, который утверждает, что имеет исторические права в этих водах. Заявление и действия Пекина по этому вопросу незаконны. США и Словения подписали совместную декларацию о безопасности сетей 5G. Госсекретарь США Майк Помпео провел совместную пресс-конференцию с премьер-министром Янезом Янса в городе Блед в ходе визита в Словению в рамках своего официального турне по Восточной Европе. После подписания протокола о сотрудничестве по вопросу безопасности создания сетей пятого поколения, Помпео заявил, что независимые государства должны сотрудничать, чтобы противостоять угрозам. Время работает против Коммунистической партии Китая и ее усилий по контролю информации, сказал министр иностранных дел США.